أسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Ниспослание откровения Мухаммаду, мир ему и благословение. Многобожье было широко распространено на земле. Идолы, вокруг которых совершали обход, им поклонялись, оставляя поклонение Аллаху. Принесение жертв не Аллаху. Мольба не Аллаху, всемогущему и великому. Просьба помощи не у Него. Дьяволы укрепились на земле и поднялись в небо. Дьяволы расседались на седалищах в небе, чтобы подслушивать у ангелов. Они сотрудничали с колдунами и прорицателями, чтобы сделать людей неверующими. Это было самое лучшее время для дьяволов на земле и тех дьяволов, которые поднимались в небо. Однако на земле и на небе произошло удивительное событие. Джинны и дьяволы сами рассказали об этом. Они сказали, как рассказал Аллах о них. Что произошло? Небо изменилось, и изменилась Вселенная. Небо наполнилось ангелами, которые охраняли его. На земле произойдет величайшее событие. На земле произойдет то, что изменит положение человечества, как было предвещено. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا. Раньше мы подслушивали, и нам почти ничто не мешало. Там не было много стражей, и они не были так суровы. И небо на протяжении всей истории не охранялось подобным образом. Что происходит? Земля словно подготавливается к великому делу. Она словно готовится к великому событию. Стражники неба стали суровее. На дьяволов в небе начали бросать пылающий огонь, дабы помешать им достигнуть неба. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. А сейчас, дьяволы, пылающий огонь подстерегает вас и будет в вас брошен. Небо, украшенное звездами, сейчас охраняемо. Дьяволы начали убегать с неба. Они начали расспрашивать друг друга, что происходит. Дьяволы разошлись по земле в поисках того великого события, которое сейчас произойдет на земле.
Небо изменилось, а стражи стали суровее. С каждого места на нас бросают пылающий огонь. Значит, скоро произойдет удивительная вещь. Воистину, это милость Аллаха, которая снизойдет на все человечество. С пророком, мир ему и благословение, начали происходить удивительные вещи. Например, когда он спал, то видел сон, который утром становился явью. Он видел вещи и сны. Это было удивительно. Такое может произойти один или несколько раз, но это у посланника Аллаха, мир ему и благословение, повторялось многократно. Почему это происходило? Чтобы он был готов к великому событию, так как он увидит то, что более велико, чем это. Вещий сон подготавливал его. Этим начался новый период в жизни нашего пророка, жизнь чудес и изменений. Вселенная вскоре изменилась ради посланника Аллаха, мир ему и благословение. Затем произошло много изменений. Иногда он отдалялся от людей, уходя далеко от них. Он шел по пустыне и слышал, как камни приветствовали его. Аллах велик. Даже камни приветствуют тебя, о посланник Аллаха. Неорганические предметы знают достоинство его, мир ему и благословение. Камни, которые прославляют Аллаха, знают достоинство его пророка, мир ему и благословение, и приветствуют его. Аллах на небе благословляет его, и ангелы благословляют. Так почему же камни не будут приветствовать посланника Аллаха? Он проходит мимо камней, а они приветствуют его. Да будут мои мать и отец выкупом за него. Он лучший из тех, кто ходил по земле. Именно его Всевышний Аллах избрал из всех людей. Аллах не создал человека лучше, чем пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И не только это. Посланник Аллаха не любил многобожие и многобожников. Ему не нравилось, что люди совершают эти предосудительные деяния, деяния многобожия и мерзкие поступки. Он отдалялся от людей и уединялся в пещере, которая называлась Гар Аль-Хира, и проводил там дни и ночи. Что он там делал? Аллах знает лучше. Возможно, он поклонялся всемогущему и великому Аллаху, прославляя его так, как Аллах его научил. Размышлял о творениях, как, возможно, внушил ему Аллах. Он жил с врожденным свойством отдаления от плохого, не совершая мерзких и предосудительных поступков. Он никогда не совершал многобожия. Он отдалялся от многобожия и людей, совершающих его, и проводил в пещере дни и ночи, оставаясь наедине с собой и своим Господом, великим и всемогущим. Таково было начало изменения жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, любил уединение, отдаление от многобожия и многобожников. Ежегодно он 1 месяц полностью проводил в пещере, которая называется Гар Аль-Хира. Он поднимался на гору и проводил время в пещере, поклоняясь Аллаху. Кто ему приносил еду? Его жена Хадиджа, да будет доволен ею Аллах. Она приносила ему еду и воду. Иногда, когда мимо пророка проходили бедные и нищие, он давал им немного из еды. Что делал пророк, мир ему и благословение? Все еще не зашло откровение. Он не стал посланником, и не было Корана, который он бы мог читать, или молитвы, которую он бы совершал. Однако он размышлял о творениях Всевышнего Аллаха и поминал великого и всемогущего Аллаха своим сердцем.
في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. То, чем занимался пророк в этой пещере, тайна, которую знают он и его Господь. Что же может быть прекраснее уединения, в котором уединяется раб со своим Господом? Ежегодно целый месяц он увеличивал свою веру и убежденность в своем Всевышнем Господе и в единственности Его. На протяжении всей своей жизни посланник Аллаха, мир ему и благословение, не соглашался с многобожьем и людьми, совершающими его. Напротив, он наслаждался отдалением от многобожья и многобожников, сидя в темноте, однако освященным размышлением о творениях Аллаха и поминанием Его вместе. Даже если это поминание было лишь сердцем. Так пророк проводил свое время. Продолжал сидеть там и наслаждаться этим в пещере Аль-Хира. В один из годов, когда пророку, мир ему и благословение, было 40 лет, он поклонялся Аллаху в той пещере. Внезапно к нему вошел ангел Джибриль. Он подошел к нему сзади и сильно сжал его. Пророк, мир ему и благословение, чуть не умер от этого. Тогда Джибриль сказал ему: «Читай». Пророк ответил: «Я не умею читать». Этими словами милость Аллаха начала ниспускаться человечеству. Этими словами милость Аллаха начала ниспускаться человечеству. Этими словами начало меняться течение истории. Этим словом Аллах позволил снизойти своей милости созданиям. Сейчас начало ниспослаться откровение. В этот момент начались ниспускаться милости. «Читай». Тот ответил: «Я не умею читать». Он жал его второй раз и сказал: «Читай». Пророк ответил: «Я не умею читать». Пророк боялся. Кто это вошел ко мне? Кто это пришел? Что происходит? Он говорил ему: «Читай». А пророк не умеет читать. Он сказал: «Я не умею читать». Ангел говорит ему: «Читай». А он отвечает: «Я не умею читать». Тогда Джибриль, верный дух, начал читать первые ниспосылаемые аяты. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Пророк, мир ему и благословение, услышал это и испугался. Что это за слова? Эти слова странные. Это не стихи, не слова людей. В этот момент на землю снизошел свет. В этот момент милость начала распространяться по земле. В этот момент Аллах проявил милость к людям. Аллах велик. В тот день, когда Господь, великий и всемогущий, позволил ниспослаться откровению человечеству. Аллах велик. В тот день, когда великий и всемогущий Господь позволил человечеству спастись от заблуждения и от грязи многобожия, мерзости, и помиловать человечество Мухаммадом, мир ему и благословение. Аллах велик. В тот день, когда Он приказал Джабрилю, наилучшему ангелу, верному духу, снизойти на лучшее творение Мухаммада, мир ему и благословение. Пророк услышал эти аяты и захотел вернуться в дом своей жены, Хадиджи. По дороге он увидел Джибриля второй раз. У него было 600 крыльев, каждый из которых закрывало горизонт. Он сообщил ему, что он Джибриль, верный дух, и что Мухаммад – пророк и посланник этой общины.
نبي ورسول هذه الأمة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Это самые великие моменты в истории этой общины и в истории всего человечества. Посмотрел Аллах на жителей земли и возненавидел их, арабов и другие народы, кроме остатка из людей Писания. Однако сейчас великий и всемогущий Аллах позволил людям, смешавшимся с многобожием, выйти на прямой путь. Как красивы эти моменты! Какое счастливое это время, когда встречаются предводитель ангелов с господином людей. Впервые посланник Аллаха слышит от него слова Всевышнего Аллаха. Было сказано, что это происходило в месяц Рамадан, и говорили, что в другие месяцы. Однако важно, что здесь началось откровение и начал ниспосылаться Коран. Это первое его ниспосылание. Пророк, мир ему и благословение, услышал его и поспешил вернуться в дом Хадиджи. نزل الوحي على الهادي محمد وهو في الغار وحيدا يتعبد حينها ناداه جبريل بإقرأ وبها قد سطع الدين الممجد حينها ناداه جبريل بإقرأ وبها قد سطع الدين الممجد. Пророк, мир ему и благословение, поспешил к дому Хадиджи после того, что увидел, испуганным, в беспокойстве. Что это он увидел? Он пожалуется. Кому? Хадидже, так как она его жена и спутница жизни. Он рассказал ей об увиденном. Она сказала: «Сообщи мне, о Абу Аль-Касим, что ты видел? Что произошло?» Он рассказал Хадидже увиденное, а ей уже предвещали до этого, что он будет пророком этой общины. Когда он сообщил ей, она сказала: «Возрадуйся, о Абу Аль-Касим, возрадуйся. Воистину, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабого и отделяешь неимущего. Оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы. Возрадуйся, Аллах никогда не покроет тебя позором». После того, как он успокоился, она сказала ему: «Что ты скажешь, если мы пойдем к сыну моего дяди, Оараке ибн Науфалю, к пожилому мужчине, слепому? Он изучил Тору и Библию и обучился знаниям людей Писания». У этого мужчины было знание. До этого он предвестил Хадидже, что это время выхода пророка, и понадеялся, что им будет Мухаммад. Он предвестил ей до этого. Сейчас Хадиджа вспомнила слова Оараки ибн Науфаля. Она взяла своего любимого мужа Мухаммада, мир и благословение ему и его роду, после того, как он испугался увиденного им, и пошла с ним к Оараке. Она сказала: «О сын моего дяди, выслушай своего племянника». Он сказал: «Расскажи мне, что ты увидел, о Мухаммад». Он сообщил ему об увиденном и произошедшем в пещере и по дороге к дому Хадиджи. Рассказал со всеми подробностями. Сказал ему Арака: «Возрадуйся. Это тот же ангел, который был направлен к Мусе. Тот же ангел, который спустился к Мусе, спустился сейчас к тебе».
спустился к кому? К последнему пророку и господину посланников, к Мухаммаду, мир и благословение ему и его роду. Сейчас пророк, да благословит его Аллах и приветствует, принимает эти сообщения, а они нелегки. Да, он подготовлен к этому, однако само сообщение велико. Внезапно ему сказали, что он пророк этой общины. Это нелегкие слова. Потом Уарака сказал, а он уже был стариком: «О, если бы я был молод в эти дни и мог бы дожить до того времени, когда народ твой станет изгонять тебя, то сделал бы все, чтобы помочь тебе». Пророк удивился, почему они станут изгонять его. Он правдив и честен, его любили все люди, он принадлежал к благородному сословию. Почему же его народ станет изгонять его? Уарака сказал ему, подготавливая его к этому: «Если являлся человек с чем-либо подобным тому, что принес с собой ты, с ним всегда враждовали». Он изучил книги людей Писания и истории пророков и знал об этом. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Каждый пророк имел врагов из числа грешников и неверующих. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. Кто помогает пророкам и посланникам, кроме великого Аллаха? То есть будь спокоен, о Мухаммад, скоро Господь поможет тебе. Пророк послушал сообщение, что тот, кого он увидел, не джин и не дьявол. Это не показалось ему и не привиделось в мечтах. «О Мухаммад, знай, что с этого дня ты пророк этой общины». Эта весть тяжела, и ответственность велика. Нелегко человеку внезапно узнать, что он пророк этой общины, и что то, что он услышал, есть откровение от Всевышнего Аллаха. Хадиджа захотела убедиться, что это ангел. В один из дней она спросила своего мужа: «До сих пор ли ты видишь того, который пришел к тебе?» Он ответил: «Да, я вижу». Она сказала ему: «Если ты увидишь его, сообщи мне об этом». Джибриль явился к пророку, когда тот был у Хадиджи. Он сказал ей: «Он пришел ко мне?» Она сказала: «Сядь слева от меня». Мухаммад ответил: «Я все еще вижу его». Тогда она сказала: «Сядь справа от меня». Тот ответил: «Я все еще вижу его». Она сказала: «Сядь передо мной». Он сказал: «До сих пор вижу его». Тогда она сняла с головы свой платок и спросила: «А сейчас ты видишь его?» Тот ответил: «Нет, не вижу». Тогда Хадиджа сказала: «Радуйся, это ангел, а не дьявол. Это ангел, а не дьявол». Кто подобен Хадидже в ее разумности, вере и мудрости? Началась пророческая миссия Мухаммада, да благословит Аллах и приветствует его и его род. Пророк, мир ему и благословение, как обычно, поклонялся своему великому Господу в пещере Аль-Хира. Он рассказал о себе. Однажды, когда он возвращался к себе домой и шел по дороге один, он услышал зовущего его: «О Мухаммад!» Пророк сказал: «Я обернулся направо и никого не увидел. Потом повернулся налево и никого не увидел. Посмотрел вперед, посмотрел назад, но никого не увидел». Пресвят Аллах. В месте, в котором никого с ним нет, он слышит, что голос зовет его. «Кто зовет меня?» Тогда пророк, мир ему и благословение, посмотрел на небо и увидел Джибриля, мир ему, в его настоящем облике. Это Джибриль, обладатель 600 крыльев, каждый из которых закрывает весь горизонт. Это Джибриль, который приходил к Мусе, к Исе, к Закарии, Яхье, Исмаилю и другим пророкам. Это сам Джибриль, ангел, приходящий с откровением.
فكان قاب قوسين أو أدنى. Джибриль передавал откровения с позволения Всевышнего Аллаха. Передавал то, что желал Аллах. Когда пророк, мир ему и благословение, увидел Джибриля в первый раз в настоящем его облике, он поспешил к Хадидже и сказал ей: «Укройте меня, заверните меня, заверните меня». Тогда Аллах ниспослал: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Аллах назвал его завернувшимся и закутавшимся, описывая его и его состояние. Да будет моя мать и отец выкупом за него, мир ему и благословение. Откровение продолжало ниспосылаться. Откровение пророкам дается разными путями, которыми пожелал Всевышний Аллах. Человек недостоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе, как посредством откровения. Господь не говорит с человеком напрямую, но посредством откровения, снов, а сны пророков были вещами. Внушение в сердца пророков того, чего пожелает, или беседы с Аллахом из-за завесы, или посредством послания посланника. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. Пророк, мир ему и благословение, наслаждался откровением, которое ниспосылалось ему. Почему? Потому что это слова Всевышнего Аллаха. Как он мог не наслаждаться этим? Ниспосылалось откровение какое-то время. Затем пришло время, в котором его ниспосылание посланнику Аллаха прекратилось. Оно прервалось на несколько дней. В начале пророчества, среди окружения, узнавшего о пророческой миссии пророка, мир ему и благословение, были поверившие и были считавшие это ложью. И одна женщина насмехалась над пророком, мир ему и благословение, говоря: «Где тот дьявол, который приходит к тебе?» Она насмехалась над Джибрилем, мир ему. Джибрилем, который своими крыльями перевернул народ. Джибрилем, который одним своим криком умертвил целую общину. Джибриль, предводитель ангелов. Эта женщина описывала его, говоря: «Где тот дьявол? Похоже, он возненавидел тебя, то есть оставил тебя». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ждал день, два, но Джибриль не приходил. Его охватила печаль и беспокойство из-за того, что тот не приходил. Он наслаждался ниспосыланием откровения от великого и всемогущего Аллаха. И вот Коран ниспосылается, чтобы успокоилось сердце пророка, мир ему и благословение. Господь клянется: بالقرآن ينزل يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الرب والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Великий и всемогущий Господь не оставил тебя, о Мухаммад. Ты лучший человек, господин пророк. Ты господин людей, лучший из предшествующих и последующих поколений людей. Как Господь Всевышний оставит тебя? وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. То есть, о Мухаммад, вскоре Господь одарит тебя, и Он тебя не оставил. Прерывание откровения в этот период было по мудрости, о которой знает Всевышний Господь. Так пророк, мир ему и благословение, наслаждался откровением, которое ему приносил Джибриль, словами великого и всемогущего Господа. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.